Молодой борец Валиев. В упорных поединках участники чемпионата показывают хорошую технику и волю к победе. На экранах очередная схватка двух спортсменов. Вес 65 килограмм. Борец в синем трико Магомед Магомедов из северной столицы сегодня впервые выходит на этот ковер. Его соперник Шамиль Раджапов, Хасавюрт, Дагестан. В прошлом году молодой борец заработал призовое место на чемпионате СКФО, а сейчас намерен вырваться в лидеры на российском чемпионате. Красивый бросок плюс 4 балла, счет 4-6. Магомед зарабатывает победу и шанс попасть в финал чемпионата. Первая схватка всегда такая тяжелая бывает она. В дальнейшем вторая, третья, надеюсь, полегче пойдет. А вообще ошибки были? Ошибки были, да, пропускал в пятки. Он такой длинный, чуть неудобный, надо было за кисти его контролировать. Ну, не получалось, это на первой схватке всегда так теряюсь. Так, вторая, третья, надеюсь, лучше пойдет. Исключительно на победу был настроен спортсмен из Сахалинской области Бадави Магомедов. Борец в красном. Он продемонстрировал красивую борцовскую технику и на 47-й секунде первого же периода провел прием. Его соперник Георгий Дзукаев, Крым, проводит встречный подкат 2 балла. Далее повторная попытка и успех 6-3. Победа присуждается спортсмену в синем. Тяжело бывает и надо бывает выкладываться. Осторожно, чего продышаться. И много ошибок там с этим. Надо бывает какие-то атаки реализовать, и ты осторожничаешь. А так, в общем, все нормально. Весовая категория 65 килограмм. В красном трико мастер спорта по вольной борьбе Адам Акиев, воспитанник клуба Кушт. Его соперник – борец из Москвы Магомед Хабиб Саидов. Бесценный опыт в этой схватке говорит о многом. Счет 2-2. Бурная поддержка ингушской публики не смогла подтолкнуть Адама к победе. В тяжелой встрече с сильным и опытным противником Адам покидает ковер. Счет 10-4 в пользу Магомед Хабиба. Конечно, я болел за Адама. Он очень хорошо начал, но вот конец у него не получилось. Я как-никак, мы как патриот своей родины, своей республики, я бы желал, чтобы наши выиграли бы. Очень желал бы. Но ничего, бывает. Для того, чтобы попасть на эти соревнования, ребята уже прошли несколько этапов соревнований. И несмотря на поражение, все они приобрели бесценный опыт. Сегодня и наши ребята, которые выступали не особо удачно, я думаю, что класс потихонечку этих ребят возрастает. И сегодня, я думаю, вот этот олимпийский цикл мы все равно должны добиться хороших результатов. Это начало старта Токийской Олимпиады, поэтому никто не освобожден от участия в этих соревнованиях. Очень сильные составы. Финальные схватки, весовая категория 65 килограмм. 2 бронзовые медали и 3-е место разделили Имам Аджиев и Начин Кулар. Пожалуй, одной из самых запоминающихся встреч стал поединок Маршида Муталимова и Алана Гагоева. Борцы держали в напряжении зрителя на протяжении всей схватки. Бесперебойная атака со стороны Алана дала результат. Золото достается борцу в красном. Все, друзья, Алан Гагоев становится чемпионом России по вольной борьбе весовой категории до 65 килограмм. Небольшая концертная программа от народных артистов Ингушетии и торжественное вручение награды победителям чемпионата весовой категории 65 килограмм. Медали и диплом вручает глава Ингушетии Юнсбек Евкуров. Автономный округ Югра. Хочу еще раз сегодня выразить благодарность Федерации спортивной борьбы, лично Михаилу Мамиашвили, всей его команде за то, что согласились провести этот чемпионат в Республике Ингушетия. Хочу поприветствовать вас всех сегодня, кто здесь присутствует, кто вчера, позавчера здесь болел за своих ребят. Спорт – это самое главное, это культура поведения, это общение, это наши традиции, обычаи. И, конечно, мне радостно, приятно, что в республике проходит такой чемпионат, значимый чемпионат для нашей страны в целом. Это тоже имидж нашей республики. Я думаю, что многие зрители заметили те изменения, которые происходят в республике, в том числе в спортивной жизни. Я рад за всех и всех спортсменов, чемпионов поздравляю с победой, а тех, кто не победил, поздравляю с участием. У всех есть возможности и время. А вам, всем болельщикам, спасибо, что приехали. И по прибытии домой передайте от нашей республики, от нашего народа огромное салам алейкум своим родным и близким. Спасибо всем.
Бронзу в весовой категории 74 килограмма разделили Алан Засеев и Никита Сучков. Ну а за первое и второе место еще предстоит побороться. Помериться силами на ковер выходят сильнейшие в этой весовой категории. Гаджи Набиев, Махачкала, против Хейтика Цаболова, Московская область. На протяжении всей схватки спортсмены обменивались приемами, но победила ловкость и выносливость спортсмена в синем трико. Счет 2-7 в пользу Цаболова. Чемпион России в весовой категории до 74 килограмм становится Хейтик Цаболов. Награды лучшим вручают именитые спортсмены Адам Барахоев, Буайсар Сайтиев и Михаил Мамиашвили. Также за вклад и развитие спорта в Ингушетии и проведение юбилейного чемпионата России по вольной борьбе награждены организаторы. Ну и, конечно же, самый зрелищный, красивый и драматичный можно назвать финал весовой категории 97 килограмм, где встретились борец из РСО Алания Владислав Байцев и действующий олимпийский чемпион, чемпион мира, борец из Республики Дагестан Абдул-Рашид Садулаев по прозвищу «Русский танк». О зрелищности этой встречи можно судить по очкам. 8-7 в пользу Садулаева. В весовой категории победителя наградил депутат Государственной Думы, вице-президент Федерации вольной борьбы России Алихан Хасиев. Руслан Албогачев, Адам Далаков, Новости 24.